Виталий, Окей. здравствуй, Виталий. Здравствуйте, Сапар Бакшевич, салам алейкум. Земляки наши, здравствуйте всем. Спасибо. Как дела, Виталий? Нормально, Сапар Бакшевич, вышел на работу. Ну, у нас теперь, понимаете, работа специфическая. Вышел, посмотрел. У нас карантин продолжается, Сапар Бакшевич, в Украине. В Запорожье, по крайней мере. Людей мы не допускаем. В случае необходимости людей приглашают, люди приходят, вызывают, вниз спускаемся, разговариваем. Масочный режим. Так в основном, в принципе, в общественном транспорте соблюдается, в городе соблюдается. Вы знаете, у нас люди к коронавирусу сейчас относятся серьезно. Вы извините, что я с коронавируса начал, то у меня впечатление первое, когда я вышел на работу. Я привык обычно, что я прихожу на работу, у меня толпа людей, а теперь я бегаю с 3-го этажа на 1-й, завожу к себе своих знакомых, друзей, коллег по работе, которые приезжают. Ну, Сапар Бакшевич, лучше сбегать вниз, чем потом бегать, я так считаю. Это первое. Жарко у нас, Сапар Бакшевич, жарко. Курортный сезон продолжается. Люди, наконец-то, первый месяц не выезжали, поехали на курорты. Много очень медуз у нас на море появилось, на Азовском. Ну и опять-таки коронавирус у нас появился. Там тоже вчера детский садик, детский лагерь какой-то закрывали. Ну, такого чрезвычайного нет. У нас приняли меры, Сапар Бакшевич. Все-таки то, что апрель-май вовремя среагировали, волнообразного такого удара не произошло. В Киеве, говорят, люди берегутся, созванивался с друзьями из Киева, говорят, а ты что без маски? Я говорю, а зачем мне маска? Ну, смеемся. Говорит, а мы ходим, говорит, в маске. Лучше, ну, то, что я вам говорю, лучше выйти в маске, чем быть без маски. Это то, что касается у нас, то, что мои впечатления по работе, Сапар Бакшевич. Ну, а так у нас, конечно, производство, ну, как и во всем мире, Сапар Бакшевич, производство свернуто. По кафе у нас рестораны нормально не работают. Так, работают, но до определенного времени и с соблюдением определенных санитарных норм. Но, в принципе, жизнь уже оживает. Уже оживает. На море люди ездят, отдыхать ездят. Нормально. Более-менее движемся вперед, так сказать. Уже... У нас тоже позавчера открыли границу с Норвегией. Раньше нас, шведов, туда не впускали. Ну да, потому что... Да. Ясно. Сапар Бакшевич, а что-то я не пойму, вы знаете, это я к вам обращаюсь как к представителю все-таки Туркменистана, если можно. Смотрел недавно новости, что-то я не понимаю, что там за дела опять начались. Люди у банков, люди наличные деньги получить не могут. А что это за дела? Как это не получить наличные деньги? Что, денег нет в Туркменистане или что? Вот странное явление там. Мы-то привыкли, банк, он должен какие-то функции выполнять нормальные, да? Если банки твои деньги, это твои. Это твои деньги, да? Да, это никто его не ограничивает. Но тут туркмены, люди, свои заработанные деньги не могут получить. Сделали так, ввели карточную систему, вот как мне рассказывали, я же там лет 20-25 не был, я тот самый туркменскую действительность, понимаю от слов людей. И вот перевели всех на счета, переводят зарплату, а в банкоматах не дают деньги. Наличных денег нет. Да, если дают, то ограниченно. Они в очереди, кому достает, кому нет. Он в следующий день опять приходит. Опять половина получает, половина не получает. В следующий день вот так. А люди же должны кушать. Они выходят туда не от того, что там там погулять, выйти. Еда же нужна каждый день. Вот коронавирус, не коронавирус, люди должны что-то покупать и кушать. Во-первых, все дорого, всего и нету, на деньги там тоже не купишь, но этих денег нету. То есть получается, Сапар Бакшевич, у меня вопрос. Безналично рассчитаться, я же помню, как вводили в 93-м году, в 92-м году, ввели чековые книжки.
И самое интересное, чековые книжки есть у всех, а купить были проблемы. А здесь же сейчас получается, если в магазине ничего нет, так надо же идти на базар только покупать. Тем более Да, туркмены всегда покупают на базаре за наличные деньги. да. Я так понимаю, Это там везде на терминалов, базаре. Сапар Бакшич, терминалов, я так понял, не появилось в каждом магазине в Туркменистане. Нет. Появилось, как бы говорят, но тот самый по карте Купить нечего. кто отпускает, а кто не отпускает, оказывается. А людям что делать? Да, Как люди? если раз наличные деньги дефицит, то в магазинах это тоже они говорят. Ну, я вам могу напомнить, вы же тогда не зацепили, я зацепил этот кусочек, Сапар Бакшич. Будет человек приходить и покупать с шапкой, то есть он должен заплатить там 1000 манат, или сколько, да я не знаю, сколько это сейчас, там же меняется все. А вместо этого ему говорят, ты давай так, ты 1000 плати так, а 300 ты заплати за вот это, которого ты брать не будешь. Сапар Бакшич, я специфику помню. Я не думаю, что что-то поменялось. Нет, Шапкой. там ситуация совсем другое. Там Еще хуже. правительства как такового нету, абсолютно нету. Вот что решается технократическим этим знанием, квалификацией. Например, банковская система, есть название банк, вывеска банка, но они совсем другую функцию выполняют. Функцию выполняют. Да. То есть И вот они взяли весь народ под свой контроль, даже этот самый, регулирует, сколько они должны свои заработанные деньги получать. По сути, карточная система, Сапар Бакшич. Только Даже не карточек нет. карточная, и эта система. Только карточек нет. Говорится, деньги у тебя есть, но ты ими пользоваться не будешь. Да. То есть это вот у так. тебя денег нет. Нет. И Деньги. банки все равно из-за этого берут за услугу деньги. Раз ты деньги берешь, ты обслуживаешь. Это самое. У банка какая функция? Банк должен Там оплачивать мои твои деньги, это мои. Да, Твои. да. А? Банк мне за это еще должен платить, за то, что он пользуется моими Да. деньгами. Это мы с вами знаем. Банк дает кредиты, проводит операции финансовые. Этого всего нет. я так Эти понимаю. вещи забудь, их нету. Сейчас в Туркмении ситуация как военная ситуация, как на войне. Коронавирус, он не щадит ни богатого, ни бедного. Это самое. Сапар Вот Бакшич, эти очередя вообще уму непостижимы. Там и любой может заразиться. Он заразился, пошел дальше, и он и того заразит. Там один человек за одни сутки может десятки тысяч заразить. Да. Вот, и вот сейчас уже полнейший этот самый, там люди просто гибнут. Вот, по телевизору не говорят, как надо этот самый, не информируют, как сохраняться, как предохраняться, какие гигиенические эти должны выполнять. О статистике вообще и речи нету. Этот самый, и там полнейший бардак из бардаков. А правительство взяло, ушло в отпуск. Их нет. Все вместе? Все вышли в отпуск. А как так? Ну, А кто исполняет обязанности? никто. А, не надо, да? Да. Ну вот есть карательный механизм, вот они и управляют там. Угу. Сапар Бакшич, ну в Туркменистане, если бы коронавирус появился, он опаснее, чем в любой другой стране. Многодетные семьи. Плюс постоянно, вы правильно говорите, люди в очередях стоят, он передача идет. А что такое многодетная семья? Я пришел к себе домой, у меня дома 5 детей, у меня жена, мы пообщались, то есть я заразил уже 5 детей, которых ты в доме не удержишь, они побежали на улицу, и то есть тут уже не та прогрессия, которая в Европе где-то или у нас. Там мгновенно он должен распространиться везде, получается. Да. До последнего села. До последней деревни, до последнего аула, Сапар Бакшич. Мгновенно. Там же общение между людьми более тесное.
Там не Так это только страшно. банки очередь, там и за продуктами очередь. А в банке достаточно, Сапар Бакшевич, вы правильно сказали, коронавирус передается дистанцию, если не соблюдаешь, он попадает и все, дальше он пошел по всем остальным. Очередь, еще очередь в банкомате стоит. Я представляю, что такое очередь в банкомате, я знаю, что это помню еще. И не только, ну и у нас бывало, когда начинаются какие-то проблемы с деньгами, выстраиваются очереди по 30-40 человек. А если денег нет, так я представляю, что там творится. Это сотни стоят в очереди. Рвут волосы друг другу, волосы рвут. Ну, ясное дело, люди хотят жить. Это борьба за жизнь идет. Кто первый в очереди попал, тот выжил, а остальные ходите голодные. Ну, я понимаю, в селе, может быть, баранов держат, кур, это я помню. А в Ашхабаде что они держать будут? Собаку в доме? Так собак туркмены не едят. А барана держать нельзя в квартире. Ну, а что не так? Или я себе представляю, в Ашхабаде будут люди с баранами гулять по улице на веревке, выгуливают вечером барана после работы. Так не может быть. Виталий, это как блокада, вот, ленинградская блокада. Даже, может быть, и хуже. Там знали, кто враг, хотя дорог не было, людям сбрасывали Пищу, по да. воздуху питание, но не за деньги, они, чтобы купить вот этот, что им сбросили, они в очереди не становятся. Банки, тогда и банкоматов, может быть, и не было, но людям раздавали просто. И сейчас... Раздавали. А как же здесь получается, Сапар Бакшевич? Что людям делать? Так не должно быть. Денег лишили. Человек деньги заработал, отдайте ему его деньги. То есть, получается, люди работают бесплатно, Сапар Бакшевич. Да. Люди работают бесплатно. Если ты не можешь своими деньгами распорядиться, ты работаешь бесплатно. Если ты не можешь их аккумулировать для того, чтобы потом что-то приобрести, ты работаешь бесплатно. Я так понимаю, инфляция должна быть чудовищной. Не знаю, что там, вот этот самый, даже вот такие термины там использовать, даже не к месту, наверное. Финансовая, ну если денег нет, то финансовая система не работает. Какая инфляция? Просто денег нет. Виталий. Не за что покупать что-то. Деньгами ты обеспечивать не можешь, другим не можешь. Но если за корма есть в складах продукты питания, ну бесплатно надо раздавать. Пускай сидят дома, раздавая их бесплатно. Ну правильно, потому выжить, что... Выжить, там речь, надо, да. как выжить. Там другого этого нету. Там люди должны каким-то образом выживать. Как жалко, Господи. Да, я посоветовал бы вот организовать подачи еды. Да, бесплатно волонтеры по домам, особенно пожилым людям, тем, у кого многодетные семьи, там где, чтобы они не выходили на улицу. Надо сделать, раз коронавирус пошел, можно было, извините, достаточно уже набрали в этой стране денег. Достаточно. И денег набрали, и продуктов. Могли бы 3-4 месяца и покормить бесплатно народ. Что они Язове, мы помним, как к Ниязову относились вначале, ну, Сапар Бакшевич, хоть газ был бесплатно, хоть квартплата была бесплатна. Сейчас, я думаю, достаточно денег. Могли бы, ну, скажем так, наворовались достаточно. Могли бы и людей бесплатно покормить. Это правильно. Ну, Виталий, не знаю, это как бы, вроде бы страна есть, там на бумаге и правительство есть. Сейчас и его нету. Раньше вот по телевизору морду его видели, сейчас он прогуливает Алабая, там где-нибудь так отдыхает. Показывает его отдых. Или его вообще нету. Это самый, по стороне запрет масок, он в маске ходит, с собакой прогуливает в горах, там, в ущельях, там, этот самый. Фирюза, небось. Да, и он не он, это тоже большой вопрос. Этот самый. Уже и так, ну, в принципе, Сапар Бакшевич, уже времени прошло 15 лет у власти. Нормальному человеку выдержать тяжело. Может, уже и двойник. Всякое может быть. Да. 15 лет. Лицо не показывает. Так, этот самый, говорят, вот страна существует. Вот такой дают этот самый людей же, посыл. люди в чем виноваты?
Я слышал, выращивать даже тем, кто живут по селам, выращивать не дали пшеницу в этом году. Заставили хлопок посеять. А что теперь они кушать будут? Хлопок? Хлопок? Ну, можно из него масло надавить разве что, и все. Только на масле надо что-то жарить, Сапар Бакшевич. Как говорят в Одессе, масла нет, рыбы нет, жарьте. Да. Да. Не знаю, Виталий, ситуация очень, очень сложная там. Угу. И не знаю, люди мрут, прям поголовно говорят. Ну, официальную уже информацию не получите. Мы же официально ничего не получим. Нет, официальной коронавируса нет. Коронавируса нет, да? Да, да. Умирают, умирают от чего-то другого. Да, да, да. Говорится, что... От пыли, грязного воздуха, который идет с Орала, там... От ветра, да, от пыльной бури умерли, да. От солнца еще можно, Сапар Бакшевич, жарко. Жара очень страшно влияет на здоровье человека. Притом умирают от 20 лет до 50, это от жары, Сапар Бакшевич. Да, всякие умирают. Там болезнь на возраст не смотрит. Не это самое, да? Да. Ну, я слышал, у нас же было, у нас как? У нас тоже вначале люди, у нас люди сами, правительство требовало, чтобы надевали маски, все люди. Да ну какой, ну когда показали, когда в Киеве 30-летний парень, спортсмен, умер от коронавируса за 3 дня. Вы знаете, как-то так люди встрепенулись. Во-первых, власть требовала, чтобы были все эти меры принимались, требовала. И вы знаете, у нас закрывали и базары, Сапар Бакшевич, все закрыто было. Но вы знаете, вот тот период, когда оно росло резко, тогда перетерпели. Сейчас опять, вроде как говорят, вторая волна, но она уже не такая, как была. Люди уже осторожнее. На самом деле везде стоят, Сапар Бакшевич, в каждом учреждении, в магазине, стоят дезинфекторы для рук у нас. Я не говорю, что Украина является примером. Мы такой пример, что не всегда хороший бывает. Но, Сапар Бакшевич, в этом отношении у нас сработали четко. Предприятие любое, учреждение стоят с дезинфицирующими растворами, стоят у нас бутылочки. Подходишь, продезинфицировал руки, пошел дальше. Обязательно масочный режим, чтобы не было проблем. Дистанция 1,5 метра. В магазинах размечено. Ну, вы видели в Швеции, я думаю, у вас такое. Да. У нас это все сделали. И знаете, все-таки оно дает результат какой-то. Плюс люди сами осторожнее стали. Грустно, очень грустно. Грустно, картина конечно. Грустная очень. Хотелось бы, конечно, Сапар Бакшевич, общаться на более интересные, веселые темы, радостные. Будем. Получается, будем, у нас время такое, что не очень. Сапар Бакшевич, мне вообще непонятно, что там. Я с вами каждый раз говорю, я начинаю читать материалы, которые идут. У меня вопросов больше, чем ответов, Сапар Бакшевич. Ну, мы с вами говорили, вы говорите, не грузи там за президента. Я не буду над ним смеяться, Сапар Бакшевич. Не буду над ними там, не буду ругаться. Мы интеллигентные люди. Зачем нам это надо? Ну, те новости, которые поступают, меня не радуют. Они весьма не радуют, Сапар Бакшевич. Очень тревожные. Оно, как ни прикрывай, понимаете, мы же сколько раз убеждались в том, Сапар Бакшевич, в советское время даже. Информацию можно получить из официальных источников практически полностью. Надо грамотно читать. Надо грамотно читать. И мы когда сейчас, я читаю новости из Туркменистана, я вспомнил свою советскую молодость, вспомнил, как я работал раньше. Я читаю, знаю, как читать. Вижу, что происходит, Сапар Бакшевич, очень тревожно. Очень тревожно, на самом деле очень тревожно. Если власть суетится даже, а это видно, что власти встревожены, значит процесс какой-то есть. Тем более туркменские власти, специфика все-таки есть, что вообще ничего не показывать негатива. Это всегда было, Сапар Бакшевич. Это не, тут не Советский Союз, как говорится, ничего. Это просто попытка вопрос не озвучить, а загнать его внутрь. Но он все равно вылезает наружу. И проблема та, о которой вы говорите по коронавирусу, Сапар Бакшевич, почему, кстати, ни Всемирная организация здравоохранения не говорит, что в Туркменистане уничтожена медицина? Сапар Бакшевич, да,
Да, да, да, да, да, да. Все правильно. Медицины-то ведь нет, Сапар Баширович. Где? В областных центрах больницы? На один областной центр больница? То есть на 4 миллиона 5 больничек? Или 6? А не мало? Виталий, А, у меня ощущение такое, там не было, уже давно не было, нету, правительства нет, ну мне тоже его и так не кажется. было. Там руководят страной какие-то урки. И Прямо так. безмозглые, тот самый, урки. Там, Мгм. да, а вот что называется правительство, ее используют как фасад просто. Как фасад просто. Да, А для внутри одни обмана схемы и глаз. все идут. Да. Да, там нету правительства, абсолютно нету. Так, а людям, Сапар Баширович, когда мне говорят, что это простой человек может сказать, а власть не надо, мы сами все разберемся. Ребята, сам ты можешь разобраться у себя во дворе. Государство, любое, оно должно быть управляемое, оно должно быть социальное, потому что оно должно быть направлено на интересы простых людей. Потому что иначе, извините, обломится. А если некому будет, нечем будет заниматься людям простым, то тогда кушать нечего станет и наверху. И те, кому кушать нечего внизу, придут к тем, кому кушать нечего наверху. И отберут даже то, что осталось. Так нельзя. Это, Виталий, вот 60% населения за пределами. Я в курсе. А Сапар Баширович, а как? Покинули страну, там жить невозможно, поэтому покидают люди страну, там жить Я невозможно. последователь. И вот 60% ушло, они закрыли, ну, по причине коронавируса, закрыли страну, иначе бы и остальное ушло бы оттуда. Сапар Понимаешь? Алексеевич, а у Но меня вопрос. правительство сидит, стоит, он на месте, этот самый. Мгм. Вот в какой стране, если 60% населения покинуло бы страну от того, что там невозможно жить, и он будет сидеть, как Ну, ты правитель. мне, Сапар Алексеевич, вопрос такой. А как же с платежами, вот опять к банку? Хотите, не хотите, никуда не денешься. Вы подняли вопрос. Сапар Бакшевич, люди уезжают за рубеж для того, чтобы кормить свою семью в Туркменистане. Да. А как деньги тогда пересылать, если банк не работает? Вот этот вопрос, очень такой вопрос. Если А через... можно вообще пересылать деньги из-за рубежа в Нет, Туркменистан? невозможно. Можно, это там, технически можно, но ты деньги не получишь. Они, Нормально. да, Это нормально. Отлично, Сапар Баширович, отлично. То есть вы шлите деньги, а все остальное потом. То есть как это? То есть даже да. если... И посылают всякими механизмами. Ты там помоги этому, я помогу тут тебе этому. Это самое. Вот, Взаимозачетом таким. да, наподобие таких, это уже Народный банк работает, говорят, в Туркмении. Могу сказать, что мне это напоминает, Сапар Баширович. Мне это напоминает в тюрьме. Передачу передай, ты едешь туда, завези передачу, привези. Так же не должно быть. Да, вот Это так же вот. неправильно. Сапар Бакшевич, деньги, то есть туда нельзя, оттуда деньги, я видел со студентами, что делается, мы с вами разговаривали, деньги из Туркменистана тоже почему-то не выходят. Там что, Сапар Бакшевич, туда деньги не заходят, оттуда не выходят. Вообще, ну вы правильно сказали, не нужна ни инфляция, ничего, просто денег нет, и все нормально. Да, Ты меня пострижешь, а я тебе за это помою полы. да. Ты мне дашь за это кусочек, ты мне дашь десяток яиц, а я тебе за это дам 4 чурека. Ну, нормально все. Натуральный обмен начался. И Это этого нету, нечего. Сапар Бакшевич, а если я работаю, извините, учителем, что я тогда двойки буду менять на яйца? А если у меня школьники не хотят ходить в школу, потому что им кушать нечего, из дома не дают? Где же я двойки возьму, Сапар Бакшевич? Не знаю, Виталий, не знаю. Ай-яй-яй-яй, что творится? Ну, денег нет, получается. Все нормально, нормальная система. Да. Ну, я говорю, единственный возник вопрос, что делать учителям? Врачам теперь понятно. Только, а чем врачи лечат? Лекарства-то хоть есть хоть какие-то, Сапар Бакшевич? Есть Не, какие-то? вот про врачей очень интересно. Ага. Те, которые
обращается к врачам с температурой или Так. с такими диагнозами. Они забирают, колят, укол делают какой-то, не знаю от чего, как, но через день, через два они умирают. Еще ни один не выжил. Таких уколов, чтобы против коронавируса, как я знаю, пока еще нет в мире. Это Просто раз. избавляются от людей под предлогом другого. Да. И еще в периферии молодежь, парней 90-х, 95-х годов рождения делают какие-то прививки. От чего-то. И только вот этот промежуток 90-95 года рождения. Там что-то экспериментируют. Сегодня масса вещей интересных в мире существует, о которых мало кто рассказывает, но они объективно есть. Может, чипирование проводят? Не знаю, не знаю. Сапар Бакшич, я думаю, если, Сапар Бакшич, я помню по старым делам еще, у Ниязова за пределы было выведено порядка 60 миллиардов долларов, ходил разговор такой. Может, цифра завышенная, но, Сапар Бакшич, этих денег вполне хватит, чтобы купить любую современную технику, которая будет управлять людьми. И ее применить как раз в Туркменистане могут попробовать. Может, чипировать хотят, чтобы люди управляемые стали. Нет, Я уже как из области фантастики бы сказал, если бы мы не знали, что это существует уже. Сапар Бакшич, это есть. Укол это еще не чип, это самый, надеюсь, я таких чипов. Сапар Бакшич, чип у нас почему-то люди представляют, что чип это как собаки цепляют большой. Нет, это микроскопическая заходит штучка такая, она в крови, там она оседает где-то в теле и все, зато управляется великолепно. Не Еще знаю, и когда ты сам с телефоном ходишь, так она вообще управляется полный вперед. Но вот молодежь 90-95 года рождения чипирует. Не чипирует, прививают. Прививки делают. И не говорят от чего. Ну как это не говорят? То есть я пришел, а насильно делают прививки, заставляют всех. Да, это насильно. И периферии, не в городе, а в периферии. На периферии именно, да? Да. Еще интересный момент. Вот Левапская область, Вилаят, ты знаешь, да? Да, я знаю, бывшая... И Марийская. Да. Основной Марийской области, да. Основной отток населения вот с этих двух областей. Левап и Мары. Это там резервы газа в обеих этих вот. Ну, я в курсе, да. Вот эти резервы, оттуда идет отток населения. Потому что это и вынужденные. Работы нету, социальных каких-то этих нету, и люди должны выживать, поэтому люди покидают, за пределами работают, стариков там, детей малых оставили некоторые, и посылая каким-то образом денег туда, страна держится только на вот этих иммигрантов. Население держится, ну, да, только на них. Понятно. В государстве ни работы, ни денег нету. Ну, это получается наличными надо завозить только деньги. Только наличные заезжают. И это невозможно. Сейчас это коронавирус. А банки вот такой... Ну, банки я уже услышал. Да. И вот ситуация, куда ни смотри, полный крах. Полнейший крах. Виталий. Сапар Бакшич, я очень боюсь за своих земляков там, где в Ташаузе, где я жил. Вы знаете почему? Ташауз всегда был обделенным регионом. Это север все-таки Туркменистана. Я ведь цифры, в отличие от демагогов, знаю, которые были тогда. И я не думаю, что-то поменялось. Сапар Бакшич, тогда было на 20% населения Туркменистана, которые жили в Ташаузской области, 3% основных производственных пунктов. У меня с головой все нормально, я ничего не забыл. 3% основных фондов. Там всегда была скрытая безработица. Даже в советское время было среди молодежи 16 тысяч безработных. Я это помню, как... И мы делали тогда, еще пытались как-то решить этот вопрос по трудоустройству. Была тогда
открыли предпринимательство, люди начали что-то торговать, такое все. Но это быстро заканчивается. Мы с вами знаем, что если нет производства, то торговать все не могут. Кто-то должен это производить, кто-то должен это где-то взять. И деньги с неба не падают, их надо где-то брать. Я очень переживаю за Ташау, честно говорю. Я знаю, что всегда этот регион обделяли. Там всегда были, там, кстати, местные врачи, которые были тогда, были нормальные врачи, Сапар Бакшевич, но их там были, почему? Потому что люди, которые хотели этим заниматься, хотели лечить. В районах закрыли больницы. Я знаю, я о чем и говорю, что в район Сапар Бакшевич оставили только в областных центрах. Эта информация у меня четкая, я еще тогда общался, у меня много людей, Сапар Бакшевич, выехали оттуда. И я с людьми разговаривал потом. Я не буду фамилии называть, я не хочу людей подставлять. Сапар Бакшевич, мы в таком интересном с вами варианте сегодня разговариваем. Масса друзей осталась там. Я хочу вам задать вопрос. Сапар Бакшевич, не знаете, как тот. А сижу, если я сейчас скажу, как тот, завтра как кто-то, придут кто-то. Зачем я буду людей подставлять? Сапар Бакшевич, у меня друзья выезжали оттуда, они мне говорят, не вздумай никому звонить. Тебя помнят, звонить никому не вздумай. Хватит ты в прошлый раз позвонить. Я говорю, так я позвонил, с Новым годом поздравить. Ты поздравил, говорит. Я говорю, понял, я не звоню. Все. Я знаю, что там. Так я очень переживаю именно за Ташаускую область. Виталий, я знаю, что ты... Новостей я таких... Но давай не будем о политике. Давайте. Да. Да я не о политике, я о людях, Сапар Бакшевич, друзьях своих. Это ж там у моих друзей уже внуки выросли, понимаете, уже ж время идет. У меня ребята были, которые рано вообще поженились в 18 лет. У них уже внуки большие, Сапар Бакшевич. Большие внуки, и я переживаю очень, как эти люди. Такие люди замечательные, Сапар Бакшевич. Вы знаете, я немного ностальгирую по Туркменистану. Не потому, что я там был, когда я был молодой. Сапар Бакшевич, я достаточно хорошо знаю людей, я достаточно опытен. Удивительные люди были, Сапар Бакшевич. Простые. При этом это простой не понимает, не говорится глупый. И очень доверчивый. Очень доверчивый. Сапар Бакшевич, это нормально это. Это нормально. Люди и должны быть такими умными, порядочными и доверять друг другу. Сапар Бакшевич, я занимался после комсомола. Сапар Бакшевич, я помню, как я кое с кем из наших общих знакомых, я приехал, говорю, да ты мне мебель обещал 3 месяца назад. Виталий, цены поменялись, все. Я тебе обещал, мебель придет. У меня утром, я в Ашхабаде остался, у меня утром мой партнер тогдашний звонит, Виталий, мебель пришла, будем разгружать. Все, понимаете? Я это помню. Как это говорят, по-мусульмански вопросы решали. Сапар, а что, не так? Простые люди, Сапар Бакшевич, сидит у меня, работал человек, этого, я думаю, уже в живых нет, ему тогда было за 60. Он мне говорит, Викторович, давай я сделаю вот эту краску, будем тут делать. Делимся по-человечески, все по-человечески делали. Ни он меня не обманул, ни я его нигде не обманул, и работали без этого самого. Там простые, хорошие люди, добрые. Мне так это, вы знаете, иногда этого очень сильно не хватает. Я не думаю, чтобы там люди стали хуже в этом плане, Сапар Бакшевич. Не знаю, Туркменистан, есть нюансы, есть хитрецы, бывают и негодяи, они везде бывают, Сапар Бакшевич. Это не от народа зависит. Но мне жалко ташаусов, вы знаете, жалко ашхабадских моих друзей. Что там происходит? Сапар Бакшевич, если такие страшные беды, как коронавирус, что это будет? Что мы, значит, она везде есть, это коронавирус, но с ним же бороться надо. Люди какие-то меры принимают. Да. Защищаются, гигиену соблюдают, какие-то но это власть должна организовывать все. Да. Сапар Бакшевич, извините, это я, получается, вытащил на разговор на коронавирус. Я не собирался, я честно говорю. Да? Я просто поделился с вами своими впечатлениями, как у нас. И тут вы зацепили, а тут еще эти банки. Что это за дела? Что за жизнь? Как так? На истребление. Грустно, Виталий. Да. Да, после отпуска тебе, наверное, нехорошо, так это самое. Да. Да ладно, все хорошо, Сапар Бакшевич. Я очень рад вас видеть. Я смотрел, извините, чуть-чуть
Я смотрел интервью ваше с Халмурадом, я там вам ссылку написал уже, комментарий написал. Сапар Алексеевич, я уже что-то начинаю понимать. Ну, видно, потому что я вас знаю обоих. Когда вы разговариваете, я разговор ваш понимаю между собой. Вы разговаривали с женщиной какой-то, я уже тоже, хоп, слова знакомые, уже смысл. Ну, начинает возвращаться все-таки языковое. Разговаривать я сам не рискну, потому что нельзя коверкать речь, вначале хотя бы ее надо вспомнить. Ну, уже хоть что-то начинаю понимать, мне уже это... Поймешь. Если выживем, все будет хорошо, да. Виталий. Я надеюсь, Сапар Алексеевич. Как там вообще, Халмурад нормально все? Я просто нормальный, он боевой. Боевой, да, ну он такой всегда и был, Сапар Алексеевич. Я вам скажу, человек с такой тяжелой судьбой, как он, я-то его помню молодым, сейчас я смотрю, знаете, седой, ну боец, как был боец, так и остался. Все, когда я некоторых слушаю недоброжелателей, а что вы там? Ребята, я помню, что там. Как оно было, я помню. Я помню, как Халмурада, у нас афганцы, ребята, друзей было много. Мне, Виталик, мы его когда подстрелили, мы его вывезли. Мне это сказали прямо, что мы его вывезли, мы его спасли, потому что иначе он должен был умереть в Изоларване после этого ранения. И он, видите, боец держится. Да, боевой. Он меня в покое не оставляет. Ну и нормально. Каждый день или через день, давай, говорит, выходи, старик, давай, будем... Молодец, он молодец, это нормально. Сапар Алексеевич, а кто? Ну а кто может что сделать? Сапар Алексеевич, я боюсь другое. Много очень информации идет. Ну как, Сапар Алексеевич, страна не должна застрять там, где она застряла. Вроде бы начали делать, воровать хотите, воруйте, ну дайте людям хоть что-то. Опять политика, ну что за наказание? Ну как? Виталий, куда... у нас истекает время. Да, то, что-то мы сейчас договоримся, Сапар Алексеевич. Спасибо большое, приятно было с вами пообщаться. Спасибо. Просьба к землякам. Извините, если чуть рисковато. Честно скажу, душа болит. Если кто из ташауских смотрит, если кто меня помнит, помнят, Сапар Алексеевич, я смотрю, даже посбрасывали тут некоторые комментарии, некоторые назвонили и по телефону, нашли телефоны. Очень желаю всем добра. Очень надеюсь всех их увидеть живыми, здоровыми. Очень переживаю, тоскую за некоторыми людьми, которых знаю, уже нет. Просто в силу возраста, Сапар Алексеевич, некоторые уже поуходили. Им тогда было за 50-60, а получается, это как раз почти 30 лет меня не было в Туркменистане. Всем огромный привет, пожелания добра, здоровья, чтобы выдержали и выжили в этом коронавирусе. Не надо, как говорится, ничего, не надо выдержать, надо выдержать, выжить, спасаться чем можете. Не надо рассчитывать на власть или еще на кого-то. Люди друг другу должны помогать. Да, помогать друг другу. Власть не поможет здесь. Помогать друг другу и беречь друг друга. Если будут беречь друг друга, ну туркмены знают, что это такое, Сапар Алексеевич. Кочевники всегда помогали друг другу, когда были в походах везде. С добра всем. Вам тоже, Сапар Алексеевич, вашей семье, спасибо, нашим общим друзьям. Я не называю никого, Сапар Алексеевич, не хочу проблем никого в этой жизни. Старый конспиратор, я помню, знаю. Сапар Алексеевич, а что делать? Спасибо. Спасибо. Спасибо, земляки. Спасибо. Пока.